Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Спортивная Ингушетия». Я Исмаил Гатагажев. 20 января во Дворце спорта «Магаз» имени Берда Юлоева состоятся соревнования по смешанным единоборствам, где по итогам победители смогут принять участие на битве на Зране. Подробнее об этом мы сегодня поговорим с президентом Федерации ММА Республики Ингушетия Магомедом Машхоевым. Магомед, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Магомед, вот мне интересно, как возникла идея проведения подобных соревнований и сколько участников вообще будет на соревнованиях? Сама идея возникла достаточно давно. Был такой формат, предложен проведение межклубных соревнований. Мы уже провели 9 турниров в дороге в М1, битву на Зране. И всегда на каждом турнире, когда тот или иной состав отбирался, возникали некоторые вопросы, некоторые моменты. Было много недовольных непопаданием того или иного бойца в карт турнира. И мной было принято решение совместно с федерацией, совместно с тренерами, с судьями о том, чтобы проводить отборы на эти турниры, когда это необходимо, если какие-то моменты возникают. И порядка полгода назад, чуть-чуть меньше, мы решили, что будем проводить каждый квартал перед дорогой в М1 за месяц, за полтора до турнира, до основного турнира, будем проводить такой чемпионат, такой мини-чемпионат республики по ММА. И по итогам этого турнира 8 весовых категорий, 8 бойцов получат шанс выступить на уже дороге в М1. То есть там опять же, да, разбивается по весовым категориям и не ограничено, да, количество участников? Да, это такой же любительский чемпионат по ММА. Там мы работаем по правилам Союза ММА России. Перчатки любительские, ребята выступают в защитах. Там перчатки другого плана перчатки, более защищающие спортсменов. Турнир проходит по олимпийской системе. В каждой весовой категории определенно ограниченное количество ребят. Мы на этот турнир мы поставили лимит от каждого клуба в каждой весовой категории по 3 участника, чтобы уже внутри клубов проходил тот же самый мини-отбор, чтобы ребята могли в своих же клубах соревноваться. Каждый соревнование, каждый отбор, каждый там, бой, проведенный даже у себя в зале, это дополнительный опыт для каждого человека, для каждого бойца. И основываясь вот на это, желая добиться того, чтобы ребята получили хоть какой-то опыт там, соревновательный, мы так и поступили. Ну, я где-то читал, не помню где, у вас там то же самое, в принципе, что и на челлендже, также строго все. По-моему, какие-то справки там еще нужны, да? Конечно. В основном все очень строго. Все ребята, все бойцы, желающие участвовать, должны пройти определенный медицинский осмотр, сдать определенное количество анализов, ту же кровь на наличие там определенного вида болезней, чтобы обезопасить себя, нас, своего соперника, окружающих. Тот же допуск, раньше был допуск, наши бойцы привыкали к определенному количеству допуска, килограммы допускались, но в итоге, когда наступал момент выступления на других турнирах, на выездах или на той же битве на Зране, были проблемы с весом. Почему мы не сделали допуск? Потому что, чтобы ребята привыкли гонять тот же вес, уже привыкали в этот вес, как ходить, как гонять дополнительно. У них примерно человек, если выигрывает этот турнир, который пройдет 20, у него будет минимум 2 месяца, даже больше, для восстановления, для подготовки уже на турнир битвы на Зране. Так что вот эти строгие правила, у нас есть судьи, которые за всем этим следят, за каждой мелочью организации этого турнира. А вот мне еще интересно, на сегодняшний день сколько уже участников? На сегодняшний день мы участников, в принципе, так сказать не можем. В 19 числа пройдет взвешивание. С 9 утра до 11 будет проходить взвешивание. Оно пройдет в зале бокса в городе Назрани. Там уже каждая команда, каждый клуб со своим тренером, со своим старшим по команде приходит на взвешивание. У них на руках у каждого есть заявка.
Бланк заявки любой желающий может распечатать. Есть группа ВКонтакте ММА Ингушетии. Они могут распечатать, заполнить ее, соответствующими там данные записать, вписать себя. И в присутствии своих старших, своего тренера, ребята дружным коллективом идут на взвешивание, каждый становится на весы. После того, как судья все проверит, наличие справок, наличие паспорта, наличие заявки и соответствующий вес, и только тогда каждый участник будет допущен к соревнованиям. И потом мы уже узнаем, какое количество участников будет на этом турнире. Вот мне еще очень интересно, вот помимо бойцовских клубов, а могут ли участники, допустим, из определенных школ принимать участие? Допустим, те же боксеры или же самбисты? Мы, отвечая на предыдущий вопрос, желающих очень много. И со стороны, и люди, которые даже вообще не занимались спортом, они видят такую красивую картинку, битву на заранее, видят турнир, и у каждого просыпается желание выступить на этом турнире. Но мы делали так, определенное количество команд, определенное количество клубов, только клубы, которые участвуют именно в работе ММА, именно занимаются в направлении ММА. Мы именно сделали на это акцент, и только клубы, которые именно задействованы в сферу ММА, только они могут принять участие. И ребята, которые имеют прописку только внутри республики, то есть в Ингушетии, и плюс пригородный район. Тоже есть возможность у них тоже выступить. Еще мне вот интересно, у нас никак с собой не получалось поговорить об этом. Мне хотелось выслушать твою оценку. Вот 17-й год, как он для нас сложился? Вот твое мнение. Если там не учитывать последний турнир «Битва нартов», который я всегда с неохоткой, но вспоминаю, были там достаточно большое количество проигрышей у нас, но в основном этот год сложился достаточно удачно. 1-2 пояса. Я сейчас не помню, Абукар выиграл в 2015 году пояс в Индио. Ну да, даже 3 пояса в М1 у нас. В организации соотношение побед, поражений намного больше побед у нас, у каждых бойцов. Многие ребята выступили, мы там грандиозно провели там те же турниры, битвы, там дорога в М1, и 3 турнира у нас больших прошло, плюс к битве в горах, битве нартов, еще один турнир, тоже номерной челлендж турнир прошел. Я думаю, это был один из самых удачных, даже это самый удачный год в ММА у нас в республике был. Ну да, я тоже так считаю, потому что у нас все-таки в один год 3 чемпионских пояса, это действительно не шутки. Да. И вот я знаю, Магомед, ты чуть больше, наверное, полугода ты уже в ММА. Ты действительно проделал очень большой объем работы. Мы сами видим, как ты выезжаешь со спортсменами, помогаешь, поддерживаешь их. Вот как ты можешь оценить выступление наших спортсменов вне республики, то есть за пределами республики? Каждый турнир пытаюсь тоже посещать, уезжать. В принципе, не было такого турнира, чтобы я не поехал, не был лично там на месте, лично не поддержал того или иного спортсмена нашего. Я думаю, что даже в большинстве ребят им даже лучше, удобнее выступать за пределами, они как-то себя лучше проявляют. Здесь у нас в республике именно атмосфера, давление. Некоторым это не помогает, некоторым даже это мешает. На Западе, там, в других регионах, там, даже в России, если боец проигрывает, там большой трагедии они из этого не делают. Это их работа. И за счет такого отношения к делу и у многих получается там, добиться хороших результатов. Они как-то более спокойно к этому относятся. А наши ребята и наши бойцы, когда они проигрывают, они полностью некоторые уходят в себя. Даже в большинстве случаев бывают такие разговоры, чтобы там все со спортом заканчиваю, больше не буду, у меня там не получается. На самом деле мы тоже над этим работаем. Нам очень необходим психолог, такая группа врачей, которая будет именно тесно работать с федерацией ММА, психолог, травматолог, тот же диетолог. Это пока тяжело именно в этом направлении нам работается, но в любом случае мы пытаемся как-то их привлечь. У нас в республике тоже очень мало тех же психологов, которые могут там с ребятами пообщаться.
и тот же у нас менталитет некоторым не позволяет там сесть напротив там, с человеком и полностью рассказать ему свои проблемы или как-то озвучить эти моменты. Так что мы над этим тоже работаем, но я думаю, что за пределами республики на этих турнирах у ребят получается там лучше выступить. Но все-таки приятно, да, наблюдать, если раньше за пределами у нас, допустим, пару человек всего лишь участвовали, сейчас уже большое количество наших спортсменов участвует. Тот же Хамзат Далгиев в прошлом году выступал в Питере, по-моему. Yeah. Хамзат Аушев, Алик Албагачиев. Кстати, Алик тоже хорошо показал себя в Казани, по-моему. Да. И, допустим, тот же Абукар Местой. Вот его поединок мне больше всего запомнился в прошлом году. Самый серьезный соперник его и самый быстрый нокаут. Вот как ты оцениваешь перспективу Абукара Местоева? Ну, последний бой показал насколько Абукар был готов, насколько он подготовлен, насколько он мотивирован именно. И это было показательное выступление. Именно вот результат, именно даже не результат, а даже сам поединок показал, на что он готов и на что он претендует. И сейчас у нас ведутся переговоры именно в этом направлении. У него уже подписан контракт с организацией. Он выступает в весе 70 килограммов. Там очень такая большая конкуренция. Одна из самых сильных именно в этой организации. И планировал с собой Абукара в феврале. У него какая-то маленькая травма, которая мешает ему в данный момент готовиться к боям. Я думаю, мы его увидим в марте, в апреле следующего, через 2-3 месяца, я надеюсь, мы его увидим в Рейдже. И я думаю, он покажет не менее зрелищный бой, чем... Ну, еще приятная деталь там была в этот вечер. Было очень много наших земляков, которые скандировали имя Абукара. Ты сам лично присутствовал, и глава причем. Наверное, эта поддержка тоже на него как-то сказалась. Конечно, если глава республики сам лично приезжает на твой бой, чтобы поддержать тебя, и те же наши местные ингуши, которые там живут, люди, которые приехали там с Москвы, очень много там ребят приехало, я знаю. Такая мощная поддержка была, и Абукар, я думаю, что он это все чувствовал, и прочувствовал этот момент, и показал достойный, мощный бой. И прям в первом же раунде нокаутировал такого опасного бойца, очень опытного, который выигрывал до этого у хороших таких войнахских бойцов. И вот вопрос, лично мой вопрос, мне интересно, вот следующий бой Абукара, можно ли сказать, что он выйдет в Рейдж за временный пояс чемпиона? Или рано еще? На самом деле в ММА, даже в мировом, очень такие вещи творятся, что ты не поймешь, что завтра, что сегодня, там какие-то пояса временные, какие-то 2-3 пояса разыгрываются. На самом деле именно... Он заслужил. Конечно, он заслужил, но есть еще, у него в весе есть еще 2-3 человека, 2-3 бойца, которые тоже идут именно в таком же темпе. На самом деле все будет решать следующий бой. Я так думаю, что там, скорее всего, никаких временных поясов не будет. Там будет следующий бой, предчемпионский бой, так можно его назвать. И уже по итогам этого боя будет ясно. Да, я думаю, что на 100% будет уже за пояс бой у него, если он следующий бой выиграет. 22 февраля будет чемпион именно в этом весе, будет защищать свой пояс. И по итогам этого боя определится, останется чемпион прежний или будет новый. И в этот же турнир предлагалось тоже выступить нашему бойцу Местоеву Абукару. Ну, там, ввиду травмы он не сможет принять участие. В марте, в апреле месяце будет ясно. Если Абукар выигрывает, то уже мы на 100% будем требовать бой за титул чемпиона. Раз мы заговорили на тему развития ММА, про уровень наших бойцов, давай посмотрим сюжет. Вот последняя битва на Назрани, которого прошло в конце 2017 года.
Первый бой позади, груз ответственности сброшен. Теперь бойцы чувствуют себя гораздо раскованнее. Василий Бабинцев против Магомеда Картоева. Дебютант в лиге М1, 19-летний Василий планировал удивить соперников в стойке, несмотря на то, что Магомед – кандидат в мастера спорта по боксу. Планом спортсмена из Москвы в этот вечер не суждено было осуществиться. Техническим нокаутом в первом же раунде Магомед снял все вопросы о фаворите этой пары. Победа за ингушским спортсменом. Я планировал 2 раунда бой. Я вообще не планировал так. Тем более у меня травма была. Я так получилось, так. Но я очень подошел серьезно к этому бою. Конечно, я подготовился. Весогонка была у меня серьезная. Примерно 13-14 килограмм я тоже скинул. Дворец спорта «Магаз» – просто идеальное место для проведения турниров по ММА. Отличный обзор, превосходная акустика и большая вместимость зала позволяют оправдать ожидания даже самого взыскательного поклонника смешанных боевых единоборств. С каждым турниром в Ингушетию приезжает все больше гостей поддержать своих бойцов и посмотреть на красивые бои. Честно, мы уже не первый год тут. Наши ребята тоже тут выступали. Нам реально очень нравится. И мы намерены продолжать тут выступать. Иншаллах, будем болеть за наших братьев. Здесь тот раз тоже мы были здесь, когда у вас в прошлом году было. Нам это понравилось, турнир, очень сильный, хороший турнир, в организационном плане. И то, что здесь атмосфера, это все нам нравится. Из-за этого мы чисто братский народ, это Ингушетия, поддержать этот турнир, вот так для этого и приехали. Очередной бой в среднем весе, но здесь уже ребята поопытнее. Не сказать, что за плечами Бекхана Манкиева и Александра Мамонова десятки поединков, но что такое вкус победы в рейдже, они знают не понаслышке. Спортсмен из Москвы очень неплохой ударник, что он и попробовал продемонстрировать с первых же секунд поединка. Другое дело, что Бекхан вышел в рейдж не отбывать номер, а оказанное им сопротивление Александра очень даже удивило. Вплоть до технического нокаута от ингушского бойца. Череда досрочных побед в этот вечер продолжалась. Вот соперника дали мне. Один снялся, второй снялся, третьего дали. Я посмотрел, как он, как бои. Он боксом занимался, я знал, что он в стойке работает. И я подумал, сразу переведу его в партер и добью или болевой, или удушаю что-нибудь. Ощущение не объяснить, если самому попробовать выйти на рейдж. Ощущение такое, не знаю, как объяснить. Если самому человеку не выйти на рейдж его показать. Больше всего в этот вечер было представлено спортсменов средней весовой категории. Максим Давыдов сошелся в очередном бою с камерунцем Ибрахимом Кейта. Максим уже знает, каково это – одерживать победу в Ингушетии. Он участвовал в битве в Назране. Вот и сегодня Максим планировал улучшить свой рекорд в 3 победы без поражений, а Ибрахим с первых же секунд постарался этого не допустить. Попытка перевода в партер сразу после рукопожатия от камерунского спортсмена успехом не увенчалась. Более того, Ибрахим сам не понял, как попался на болевой. Зато Максим сделал вывод, что расслабляться нельзя ни на секунду, как и его оппонент, впрочем. Я снова на вашей гостеприимной земле, уже как домой приезжаю. Хочу поздравить своего младшего братишку Хамзата Далгиева с завоеванием пояса. Я знаю, он долго к этому шел, долго тренировался. Добился своего. Тем и интересны бои малоопытных спортсменов, что здесь они делают выводы из своих ошибок. Поспешная попытка пройти в ноги или сделать добивание могут сыграть злую шутку с бойцом. Другое дело, извлекут ли они уроки из своих ошибок. Очередной ингушский спортсмен Муслим Кациев уже известен в ММА как рассудительный и спокойный боец, который, однако, предоставленную ему возможность завершить бой досрочно никогда не упустит. Вот и в этом бою против Фуада Алиева Муслим почувствовал свое превосходство в ударной технике и смог триумфально завершить бой нокаутом в первом раунде. Муслим Кациев, Республика Ингушетия. Как мы и в тот раз говорили, план на бой у меня был биться в стойке, не допускать, чтобы он меня перевел в партер, а на крайний случай, чтобы я сам его перевел. Ну, так по плану у нас все пошло, я начал со стойки, он пару раз кинулся в ноги, я защищался и пару ударов хороших попал, момент не упустил и добили его. Главное событие битвы в Назране и главный бой этого вечера. Хамзат Сакалов против Ильяса Абдуллаева из Москвы. Оба спортсмена уже достаточно опытные, чтобы не допускать глупых ошибок. Однако это спорт, и здесь даже секундная расслабленность может сыграть злую шутку. Хамзат с первых же секунд боя доминировал над соперником и выглядел предпочтительнее как в стойке, так и в партере. Этот бой также завершился в первом же раунде удушающим приемом от Хамзата Сакалова. Победа в главном бою этого вечера для болельщиков лучший подарок. Бой продлился 3 минуты 51
златную секунду. Удушающим приемом в этом поединке победу одержал спортсмен в красном углу рейджа Хамзат Соколов, Республика Ингушетия. Дядя Холшан, ваша поддержка была важна. Каждый из запланированных поединков получился живым и по-своему интересным. Последний в этом году турнир по ММА наша республика провела на высшем уровне. Теперь дело за малым – улучшать показатели в следующем, 2018 году. Ты заговорил насчет тяжеловеса. Вот Адам Богатырев, как он себя показал, как ты оцениваешь его перспективу? На битве на Зране он себя очень ярко проявил. Богатырев Адам, да, один из самых титулованных наших бойцов именно в любительском ММА. Живет, тренируется в Москве, приезжает часто к нам, в республику тоже у нас тренируется. Перспектива. Ну, 9 февраля уже у Адама есть анонсированный бой, будет проходить он в Питере. Кстати, в Питере компания М1 открывает уже свою арену, такая мощная арена у них будет своя. И уже там 9 февраля выступит Ингисхан Аздоев против швейцарского бойца, кажется, если мне память не изменяет. И Адам Богатырев выступит. Это будет его дебют именно в челленджах, турнирах, крупных турнирах М1 челлендж. И вот по итогам этого боя уже будет ясно там дальнейшие перспективы выступления Адама. А вот Ингисхан Аздоев, он тоже там выступит, и он же, по-моему, где-то месяц назад провел поединок, да? Как-то не сказалось усталость на нем? Да нет, в принципе, Ингисхан должен был тогда этот бой проводить, именно в декабре должен был проходить этот бой, который сейчас у него будет в феврале. Просто турнир не перенесли, этот турнир не состоялся, его перенесли на февраль месяц. И ввиду своей подготовленности Ингисхан прошел такой хороший подготовительный лагерь, и он решил выступить там на определенном турнире. Как мы все знаем, удачно выступил, выиграл свой бой, приехал, все нормально, без травм, никаких проблем нету, тем более такая большая весогонка у него тоже не была. И вот уже, я думаю, он подойдет к своему следующему бою в достаточно хорошей форме. И я не могу не спросить про Алика Албогачева и Селема Юлою, они пока идут без поражения. И вот мне интересно, когда пройдут бои у них, вот, когда мы их увидим в рейнже? Алика мы ждем, скорее всего, в марте. Там уже более-менее известный соперник, а с Селемом чуть-чуть потяжелее, потому что все зависит от того, что, как мы будем работать с компанией М1, как они нам будут давать бои. На одном из совещаний глава республики с Вадимом Фельгенштейном озвучил некоторые моменты, что наши бойцы в следующем году будут участвовать в турнирах, их количество бойцов будет увеличиваться. На самом деле мы этого очень сильно ждем. Если нам дадут шанс, у нас есть люди, есть бойцы, которые в любой момент, в любое время могут выступить достойно и показать очень хорошие бои. И вот ссылаясь на это, я хотел бы тоже ответить на этот вопрос, что если, к примеру, нам в каждом турнире будет даваться там 1-2 боя, то уже возвращение того же Селема Юлоева, я думаю, тоже будет на одном из турниров с тем же Хамзатом Далгиевым, который в апреле, скорее всего, будет защищать пояс. Или с Аликом Албогачевым, они могут даже вместе выступить на одном турнире. Вот так вот. Мне все-таки приятно. Я и с Аликом, и с Селемом общался. Они оба прям мотивированы, на 100% готовы. Хоть сегодня готовы выйти в рейдж. Вот Хамзат Далгиев, были такие разговоры, я где-то слышал, что Бухингер хотел бы с ним провести реванш. Это действительно так или слухи? Нет, действительно так, Бухингер хотел, но у Хамзата следующий соперник будет не Бухингер, там, я сейчас не помню имя, но есть американец, который претендует, первый претендент на пояс, и, скорее всего, в апреле месяце мы проведем защиту пояса. У Хамзата сейчас маленькая травма, он повредил плечо, сейчас проходит курс реабилитации, потом сразу уедет на сборы. Я думаю, такой упертый, такой напористый американец. Я думаю, с Хамзатом у них получится красивый, такой хороший бой. И, конечно же, мы не можем пройти мимо и не спросить про поединок, то есть про защиту Моусаля Юлоева против Морозова.
Вот что там Да, про Морозова вообще сказать? По-моему, 2 раза участвовал, да? Первоначально, да, был другой соперник у Мусара. Я думаю, что, да, достойный соперник Морозов. Хороший бой у них, я думаю, получится. Более тяготеет он к стойке, работает в стойке. Наша публика, его несколько боев видела, именно вживую смотрели. Он часто любит к нам приезжать, участвовать у нас в республике на турнирах. Я думаю, получится достаточно такой зрелищный, красивый бой. Продолжая тему защиты чемпионства, вот все равно, вот мое мнение, не в обиду Морозову, вот все равно чувствуется, что есть разница, больше конечно, шансов. Конечно. Мусар очень сильно набрал в стойке, тоже не в обиду Морозову, но борьбы как таковой, как Мусар, тем более там нету. Загадывать как-то вперед итоги там боя тоже не будем, но в любом случае я думаю, что Мусар должен выиграть этот бой, что у него есть все для этого, что если он проявит себя, как и в предыдущих боях, он свой пояс защитит, он его оставит у себя, чего мы все ему желаем. Ну и приятно то, что да, и Моусер, и Хамзат в таком раннем возрасте уже завоевали пояса, вот, и сейчас уже, в принципе, вот, бывает такое, когда спортсмена пик, вот тогда он уже как бы завоевывает пояс, а вот наши спортсмены вначале взяли пояса и как бы уже не хотят даже отдавать. Да, у них такой достаточно молодой возраст, но для ММА это такой хороший, стабильный возраст, который и они недостаточно молодые, я тебе могу сказать. В свое время достаточно хорошо они поработали и забрали эти пояса. Сейчас надо расти, идти вперед, открывать для себя новые горизонты. Я думаю, они проведут достаточно большое количество защит именно в этой лиге, в М1. М1 сами развиваются, работают на каждом направлении. В любом случае, мы всегда хотим для своих бойцов всего самого лучшего, чтобы о нас узнали, о республике, о бойцах и по всему миру. Если у нас будет возможность выступить там за пределами, там, в той же Америке, конечно, мы хотим, у нас есть такие цели. С каждым годом я вижу, что и трибуны заполняются болельщиками, людям интересно реально смотреть вживую. И, наверное, в этом году, да, надеемся, что еще больше людей будут приходить. Вот что бы ты хотел сказать болельщикам? Что можно сказать? У нас есть уже 3 чемпиона, 2 действующих чемпиона. Они будут защищать свои пояса. Есть там большое количество ребят, которые стремятся к чемпионским поясам, которые день и ночь занимаются в залах. Они все это делают отчасти и для болельщиков, и каждый болельщик должен это понимать, что есть определенное количество ребят, которые днем и ночью занимаются, тренируются по 2, по 3 тренировки в день, чтобы показать зрелищные бои, чтобы показать эти бои тем же болельщикам. На самом деле без болельщиков и данного вида спорта и не было бы, если бы не их любовь, если не их там желание смотреть, любоваться, интересоваться этим видом спорта. Желаю, чтобы все приходили, смотрели, участвовали в жизни ММА, делились какими-то там моментами, комментариями, писали, свои мнения оставляли. На самом деле мы тоже учимся многие там, на своих ошибках, смотрим, анализируем. Так что приглашаю 20 числа приехать, посмотреть дворец спорта Магаз. Кстати, даже вот этот местный маленький турнир, он будет проходить в профессиональной большой арене, 8-игольнике. Так что это тоже какой-то дополнительный мотиватор для ребят, которые никогда в жизни не выступали даже по профессионалам. Мы сделали так, чтобы они почувствовали этот момент, чтобы они почувствовали этот момент у нас, у себя дома, в республике. Потом, в дальнейшем, чтобы им было хоть как-то легче, когда ты заходишь в эту клетку, когда эта дверь за тобой закрывается, ты остаешься один на один со своим соперником. Вот эти моменты, чтобы они в более раннем возрасте прочувствовали эти моменты. На самом деле, я думаю, что очень такая красивая, такая хорошая картинка из этого получится. 20 января, 21 тоже будет турнир проходить. Там мы разделили по 2 возрастным категориям. 16-17 лет будет выступать отдельно и от 18 уже и старше.
Всех приглашаем на каждый турнир, который мы будем проводить в следующем году. Я думаю, их будет достаточно большое количество. Я надеюсь, я хочу, чтобы мы готовим сюрприз. Если у нас, конечно, получится, что и я надеюсь, мы их обрадуем еще дополнительно наших болельщиков. А мы, в свою очередь, уже как по традиции будем в прямом эфире показывать вам все турниры. Я сказал, что пришел к нам, и было очень приятно с тобой побеседовать. Уверен, что мы еще не раз встретимся в этой студии после ярких побед наших спортсменов. А я напомню нашим телезрителям, что сегодня в гостях у нас был президент Федерации ММА Республики Ингушетия Магомед Машхоев. Меня зовут Исмаил Гатагажев. Будьте здоровы и любите спорт.